Фруктовые и овощные подделки, красно-желтые топиарии, мармеладные букеты. Студенты ИНГУ подготовились к фестивалю на славу. Каждый представил свой факультет в самых ярких цветах, добавив немного креатива и индивидуальности. Что касаемо моего образа, я решила сочетать в образе и греческие нотки, а также не забывать про осеннюю символику. То есть это и золотые листья, это больше золота в одежде, больше таких ярких цветов. Как известно, осень – это символ уюта и тепла. Кто, как не бабушка, даст уют и тепло. Поэтому у нас есть даже своя бабушка. Хорошая, добрая, рассказывает сказки, всем рада. Фестиваль состоит из нескольких номинаций: «Цветочная симфония», «Чудо-овощ», «Садовая сказка», «Осенний пикник» и «Мисс Осень». Каждый факультет хочет предстать в лучшем свете и передать атмосферу осеннего праздника. Усердная работа и труд студентов не останутся без внимания. Их оценивает профессиональное жюри по 5-бальной шкале. Многие признаются, что решить, какой стол лучше оформить, трудно. Среди такого разнообразия почти невозможно выбрать победителя. Эстетический вид – это, конечно, важный критерий и важный вопрос. А самое главное, конечно, это вкусно, чтобы было. Еда должна быть вкусной. Но когда она и красивая еще добавок, ее кушать приятнее. Поэтому в совокупности и вкус, и красота. Студентки финансово-экономического факультета считают, что осень хоть и впечатляет яркими красками, но это также период простуд и гриппов. В этот сезон нужно есть побольше витаминов. Ингушская кухня, в которой есть блюда из злаков, кукурузной муки, мяса, а также зелень и чеснок, является хорошей профилактикой этих сезонных заболеваний. Мы выбрали блюда из ингушской кухни, так как наши традиционные блюда, они содержат очень питательные вещества. Много витаминов, и они очень полезны для организма. Например, наше традиционное блюдо, всеми известное, всеми любимое, это чурек. Это называют иначе сискл на ингушском, всеми известное название. Это круглый хлеб из кукурузной муки. Он богат полезными веществами, хорошо усваивается организмом. Не отходить от традиционного ингушского стиля решил и аграрный факультет. Этнические элементы скрасили фойе первого этажа. Здесь вас встретят со всем уважением и радушием и не отпустят, пока вы не отведаете немного еды. Эта печка, ее готовили наши студенты первого курса Сапролиев Ислам и второго курса Халухай Акраман. А все, что там нарисовано, огонь, дрова, все это рисовала студентка третьего курса Гагиева Тома. Много усилий было, когда мы делали эту печку, и много денег потрачено, но все же мы это сделали. Очень интересен их тип одежды. Раз. Во-вторых, у входа стоящиеся юноши, как должно было быть у ингушей, начиная с древнейших времен. Потому что всех гостей вначале встречали представители мужского пола. Но они не только как мужчины, они одеты в национальную одежду. Естественно, они показывают вам все блюда, которые они приготовили. Во-первых, их приветствие Хусумнан, то есть девушка, которая представляет нам всю кухню. И она тоже проявляющаяся мисс, так скажем, выбранное ими. На ингушском языке предлагают вам все блюда, которые выставлены на этом столе. Здесь в фойе представлены различные картины студентов университета. В картинах отражается не только вся живописность осени, но также и внутренний мир человека. Бывало ли у вас так, что, рассматривая картину, вы испытывали уют от цветовой гаммы? Такие эмоции вызывает не сюжет картины, а колорит, который подобран так, чтобы вызвать те самые чувства. Кстати, помимо картин, здесь также представлены и интересные подделки, умелые руки и желание удивить. Вот залог успеха хорошей работы. Мне хотелось бы рассказать про нашу основную номинацию. Это у нас номинация из овощей. У нас отведен именно на эту номинацию целый стол. А на данном столе у нас оформлено это живые овощи. Помимо живых овощей у нас также присутствуют нотки искусственных. То есть мы купили и оформили глазками, разукрасили. Все очень красиво. Основная сущность данной номинации заключается в том, что мы решили показать город вот в разных областях, можно сказать. То есть мы огородили их маленькими забориками, и в каждом заборике у нас живет определенный вид овощей. То есть тыквы, баклажаны, морковки и тому подобные овощи. Концертная программа «Золотой осени» была насыщена выступлениями, песни, танцы и даже показ мод. Девушки с филологического факультета продемонстрировали тренды вечерних платьев в 2019 году. Также были представлены и повседневные наряды, которые пришлись бы по вкусу каждому. В
Фестиваль стал за эти годы более профессиональным в плане мастерства, более строгим по методу оценивания и более зрелищным и многообразным. Как и обычно, завершится он конкурсом на лучший тематический костюм, после которого жюри суммирует баллы и выявит лучший факультет. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.